хорошо помогает. 10 шагов. Первый шаг. Самый первый шаг – это причина. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас причина стать богатым? Какова ваша причина? Если у человека причина, большая причина, да знаете, даже если денег нет, ресурсов нет, знаний нет, он найдет эти вещи. Самая первая вещь – это причина. У вас должна быть очень сильная причина, которая задевает вас, которая не дает по ночам спать, которая, знаете, вдохновляет, когда вы сделаете что-то, вызывает гордость. Это такая боль, это такая внутренняя боль, которой ты не можешь быть равнодушным к своему будущему. И вот поэтому спрошу вас, кто из вас заметил, что если у человека есть такая ценная причина, достойная причина, да неважно, она женщина или мужчина, она однозначно достигает цели. Вы видели таких людей? То есть, получается, что порою у вас есть денег или нет, не имеет значения. Ребята, я до сих пор на русском нормально говорить не умею. Я до сих пор нормально писать не умею на русском. Когда где-то анкеты заполнять надо, мне стыдно даже порою, я их спрашиваю, говорю, сами заполняйте, пожалуйста. Они мне говорят, да, Влад, вы что, не умеете заполнять? Я говорю, нет. Они говорят, как книги писали? Я говорю, у меня куча команда, которая корректирует, редактирует это все. Я использую стратегию. Не обязательно владеть всеми ресурсами, надо владеть стратегиями. Кто понял? Почему эти вещи рассказываю вам? Потому что это не барьер. Не обязательно, чтобы вы знали все, но у вас должна быть правильная стратегия. Это очень важно, очень-очень важно. У меня не было 99% шансов стать тем, кем я есть. Просто не было возможности. Вы сами подумайте на минуту. Парень, который 22 года назад вышел из одной селе, где-то 500, может быть 800 семьи живут. Я не закончил детский сад, не ходил, не закончил русскую школу. Там, где я жил, кроме таджиков, больше никого не было. У вас есть какое-то кыргызское село, которое больше никого нету, кроме бараньи лошадей еще? Вот я в таком селе вырос. Есть же такие. И когда я приехал в город, для меня казалось, город это какой-то космос. Это было что-то необычное, неординарное. Что я хочу вам сказать? Но была причина сильная. Причина была высокая, которая не дает тебе спать. Не дает. Какие причины были у меня, я вам скажу. Давай дальше. Я не мог учиться. Это была одна из самых сильных болей у меня в душе. Когда приехал в вуз, я стал студентом. Вы представьте, как себя вы чувствуете, если вы всю школьные годы отлично учились, участвовали во многих олимпиадах, конкурсах, были одни из первых, очень знатное лицо в школе, а потом придете, мечтали стать кем-то достойным, и вы придете в вуз, не можете учиться, потому что у вас нет денег. Все ребята, которые от меня приписывали домашние задания и так далее, все студенты, а я хожу на улице. Я 3 вуза сдал документы, все 3 стал студентом. Потому что отлично учился в школе. Но потом одну из них учил, 3 месяца, это 2,5 месяца в политехническом вузе. И вы представляете, теперь перед выбором, либо учиться надо, либо пойти где-то работать. И это было очень больно. Я по ночам не мог уснуть. Потому что я очень много школьные годы работал, чтобы получать образование. И теперь этого нет. Вы представляете, вы можете сейчас представить свою жизнь без образования? Это же невозможно. Согласны? Это нереально. Все окружения у тебя, все они процветают, а ты катишься вниз. Это так обидно. Я сидел, думал, за что такая судьба мне? Почему со мной так? Почему? И это мне сильно причинило боль. В протяжении это 2,5 месяца я постоянно по ночам плакал и молился. Постоянно. Я говорю, Аллах, неужели этим заканчивается моя жизнь? Неужели я не начинал свою жизнь и с этим все надо крест поставить? И вот эта боль
созревала, заставила двигаться вперед. И это причина. Я себе обещал, я научусь стать богатым. И научу эти знания каждому парню, каждому человеку, который похож, как я. Неважно, он в городе, в селе, в районе, или богатый, или бедный семье родился. Именно таких парней или девушки, кто мечтает, я найду их и научу этому. Потому что деньги не стоят того, чтобы человек потерял молодые годы, прекрасные годы своей жизни и отказался от своей мечты или своего предназначения только потому, что у него нет денег. Деньги того не стоят. И вот поэтому я ходил в школах, говорил, потому что это боль меня мотивировал. Вы представьте, у меня долги, мне давит, денег нет, но я плачу зарплату людям, что ходите в школу, говорите об этом. И это мотивировало, это вдохновляло, что это часть того, мечта или часть чего того, обязанность, чувство долга. Она снимала от меня этого. Это здорово помогало. Поэтому причина была такого, что я мечтал стать богатым, чтобы принести много пользы этому миру. И с помощью Аллаха это идет. Ребята, у меня нету много денег, как некоторые политики, как некоторые бизнесмены. У них намного больше денег. Сотни раз больше денег. Но у них нету моя жизнь. Моя жизнь намного богатая. Это правда. Потому что она во всех параметрах гармонично развитая жизнь. Я когда был молодым, мне мама отдала наставнику, 8 лет был мне. И вот наставник сказал такую вещь. Понимаешь, сынок, твоя жизнь это как тонкая нитка. Она может порваться любой секунд. Любой минут, любой секунд могут порваться. Ты должен прожить эту жизнь так, что эта тонкая нитка, если прямо сейчас порвется, у тебя в душе не оставалась боль за то, что ты не успела эту жизнь пережить. И с того дня, каждый день я родным близким признаю о любви. Вдруг завтра не будут, откуда знаешь? И каждый раз, если кого-то чего-то дискомфорт чувствую, я звоню и попрошу прощения. Не завтра, не послезавтра, сейчас. И это вдохновляет и дает какая-то сила, помогает в жизни. Она действительно помогает. И прямо сейчас надо выбрать время для тех людей, кто для тебя дорог. Нам всегда кажется, что наступит время, мы найдем время для родных, близких. Родители поймут, они же поймут, я же занят. Нет, сейчас надо начинать. Чем раньше начнешь, тем лучше. Поэтому, дорогие мои, нужна причина. Следующее. Это было что? Я мечтал объездить весь мир. У вас есть мечты? Я подсознательно выбрал такую профессию, которой дома не бываю. Не знаю, наверное, на характер человека влияет его детство. Меня мама родила в кабине машины ГАЗ-51. Вспомните, колхозная машина была. Это она, у нас в селе не было роддома, вот представьте теперь, в селе не было роддома, надо было до соседнего села 30 километров ездить. И по дорогу она родила меня. Это закладывалось в моем характере. Теперь я постоянно езжу туда-сюда. В одном городе больше 10 дней мне скучно станет. И это 22 года я туда-сюда езжу постоянно. Вот такая судьба выбрал. По моим стратегиям жизни, к 2030 году я больше полностью весь мир должен объездить. В 2027 году я должен в космос полететь. В 2019 году я Эверест должен покорять. У меня стратегия жизни записана до 100 лет моей жизни. И вы мечтаете быть богатым? Кто мечтает быть богатым? Да? Честно поднимите. Вы просто хотите избавиться от долгов? Или вы хотите стать богатым, чтобы сделать чего-то великое? Поднимите руки, пожалуйста, у кого из вас такая большая мечта стать богатым, чтобы принести этому миру много блага, какое-то доброе дело сделать, что-то великое делать, хорошее делать. Поднимите руки, держите. Держите, я хочу запомнить. Вот, теперь опустите руку, я вам скажу. Иншаллах, это произойдет. Знаете почему? Я почитал много священных книг и очень хорошо много со стороны науки и со стороны религии это изучал. Если человек ставит цель делать чего-то благое дело в этом мире,
Благое дело. Получается, что ты всего лишь проводник, это доброе дело в этом мире. Ты просто причина этого. Ты проводник. И тогда Всевышний обязательно помогает тебе это сделать. Понимаете? Так и произойдет. Однозначно будет. Поверьте моим словам, это будет. Но если вы мечтаете стать богатым, целью, чтобы сделать чего-то конкретное, чего-то реальное, чего-то доброе, и это произойдет. Моя цель не была построить магазин парфюмерии и так далее, и так далее. Но нужно построить доход, чтобы делать те цели жизни, которые мне нужны. Я вам скажу, я хочу построить 100 школ, а для этого деньги нужны. Я хочу построить 10 гейсов, гидроэлектростанций. 10. Я хочу построить 5000 библиотек и хочу сажать 10 миллионов дерева. А для этого нужны деньги. Это мои цели. Когда вы ставите перед собой цель, которая, знаете, принесет пользу и добро, и для этого вам нужны деньги. А потом молитесь, скажите: Аллах, дай мне денег, дай мне нужных людей, дай мне знаний, дай мне сила, чтобы эти вещи реализовал, если они нужны. Но всегда надо говорить так: Аллах, дай мне не то, что я прошу, а дай мне то, что по-настоящему нужен. Потому что порой я не знаю, действительно мне это надо или нет. Тебе лучше видно. Но сделай так, чтобы моя жизнь была полезная. Сделай так, чтобы моя жизнь, она не ушла на накопление имущества. Самый большой проигрыш тот человек, который жизнь потратил на накопление вещей, на накопление имущества. И всю жизнь потратил, чтобы только себе живот заполнять и заполнять живот своих детей. Этот человек ничего не стоит, потому что он ничего не понял в жизни. Мы не пришли в этом мире, чтобы имущество накопить. Дальше, да? 4-я вещь – это мой народ. У кого из вас есть чувство долга перед своим народом? Честно поднимите руки. У кого есть такое? Реально, если есть какое-то чувство долга перед своим народом, что что-то надо же делать для своей страны, для своего народа, чего-то достойное, кроме того, что только требует от него. Чего-то же надо отдавать, что-то надо сделать. И это очень важно. Я не знаю у вас, я вам скажу с моей причины, которые меня до сегодняшнего дня поднимали до этого уровня. Это мой народ. Мой народ сейчас бедный. Моя страна маленькая. Я с Таджикистана родился, в селе такой. И я очень хочу много делать для них. Но ты не можешь делать многого, если у тебя рука коротка. Возможности, когда нету. Ты это не можешь делать. Поэтому и очень много целей, которые надо делать. И поэтому над этим я очень много работаю, чтобы к этому прийти. Это очень важно. Поэтому нужно большие причины. Большие причины, чтобы вдохновлял вас, мотивировал. Понимаете? Одно добро, которое вы делаете, знаете, это намного больше ценность имеет по сравнению, если 100 человек критикуют вас и говорят, что это не получится. Когда причина сильна, это дает вам силу пережить трудности, пережить критики, пережить боль, кризис, банкротство. Самая первая это причина. Наследие. Я вам рассказываю просто свою историю. Наследие. Что мы хотим оставить после себя? Что ты действительно хочешь оставить после себя? Это вопрос надо думать сегодня. Не завтра, не когда тебе 60 лет, не когда 50. Потому что никто не гарантирует, что ты до 50-60 доживешь вообще. Наследие. Что я хочу оставить? Что я хочу оставить на самом деле? Кто ребята, которые у меня индивидуально учатся, они знают. У меня все расписано. Какое наследие, что должно быть и так далее. И я вам рекомендую, пишите эти вещи. Пишите на бумаге, что вы хотите оставить после себя. С такой надеждой живите. Даже если раньше умрем, по крайней мере, те дни, которые прожили, они были счастливее. Также никто не гарантирует, что мы живем до конца 100-200 лет. Никто не гарантирует, что у нас получится все. Но, по крайней мере, мы с надеждой будем жить. Мы будем жить с такой высокой надеждой и верой. И это очень хорошо помогает нам облегчать жизнь. Если самая первая вещь – это причина, вторая